Глава Коми потребовал усилить блок мероприятий по профилактике и раннему выявлению заболеваний. С текущими данными о работе Минздрава его ознакомила вице-премьер Наталья Михальченкова. Так, за первое полугодие снизилась смертность от туберкулеза, болезни системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания. А показатель спасения 25 человеческих жизней на дорогах и вовсе стал лучшим среди регионов Северо-Запада. Наметилась положительная динамика и в кадровых вопросах. В настоящее время по договорам о целевом обучении в медицинских вузах Санкт-Петербурга, Архангельска, Ижевска, Кирова и Сыктывкара проходят подготовку 350 студентов. При этом до 70% выпускников ежегодно трудоустраиваются в государственные учреждения здравоохранения. Таким образом, по обеспеченности врачами и средним персоналом в Коми ситуация лучше, чем в среднем, опять же, если сравнивать на северо-западе. Надо увеличивать и темпы, и охват, и делать все необходимое для того, чтобы практически ни одного необследованного человека в Республике Коми не осталось. Вот еще раз говорю. Поэтому нужно здесь как раз закладывать все необходимые ресурсы. И лучше их потратить превентивно на оценку состояния здоровья и проблем, которые сегодня у человека, чем дождаться, пока он, к сожалению, будет вынужден в экстренном случае обращаться к нам. И мы будем в том числе задействовать санавиацию. Вот это в том числе и влияет на те параметры и смертности, и показатели здоровья, и всего, что с этим связано. Глава признал, что о трудностях тоже известно, и для последовательного их решения Минздраву надо держать ситуацию на постоянном контроле. Способствует этому, например, проектное управление, введенное в регионе в прошлом году по каждому проблемному сектору.